Всем привет из солнечного Крыма. Мы находимся в Ялте, на набережной центральной. 8 января, зима. Направляемся на Айпетри. Докуда доедем, выехали поздновато. Уже почти 3. Может, доедем до Серебряной беседки и все. Вообще, конечно, в планах доехать до Айпетри, подняться на самый верх. Посмотрим, успеем, нет. Пока проедешь здесь по набережной. Ой, что-то там сбивается. Перекидка, что ли? Людей еще много, гуляют, все фоткаются, отдыхают как могут. Так, ребятки. Смотри. Смотри внимательно. Да, тут смотреть надо внимательно. Летчики тут малые летают. Прохладно сегодня, однако. Сейчас будем согреваться на подъемах. Так, велосипедистка. Так, что там у нас машины поставали, не проедешь. Проедем здесь зато. Вот так вот, раз. И погнали на подъемчик. Небольшой, правда. Едем до Ливадии. Путь держим на Ливадию. А с Ливадии потом до начала маршрута на Айпетри. Сейчас тут можно согреться. Небольшие подъемчики тут. О, уже получше.
Машин нету, перестроиться надо. На улице сегодня температура где-то плюс 5, что ли, или плюс 7. Но вчера теплее было. Вчера было 12-15. А сегодня холодней. Даже вот в перчатках уже как бы ощущается холодно. Ну, на подъемах сейчас согреемся быстро. Аквапарк Атлантида. Подъезжаем. Вот, впереди. Вот он. Ну, я уже много раз говорил, что аквапарк единственный в Ялте. Дальше уже все в Коцевеле небольшой такой. Ну и в Алуште. Перестроиться надо. Да, в Коцевеле такой, ну, как сказать, ну, для, блин, поселка, сколько там того в Коцевеле, Семииза рядом же пойдет. Вот. Ну а тут в Ялте такой как бы аквапарк нормальный. В Алуште тоже нормальный. По размерам, по горкам всем. Ну а самый крутой считается, наверное, в Евпатории. Там такой именно. Ну, Евпатория или Судак. Ну, скорее всего, Евпатория, да. Подъемчик небольшой. Здесь, кстати, была в том году дорога убитая. А это положили асфальтик в этом году. Вот так вот. На МТБ все тут заезжаем. Тут какой-то пансионат.
Ливаде выезжаем. Стаканчик кто-то поставил с чаем. Замерзший. Кто будет пить чай замерзший? Давай уже. Чи едь, чи не едь. Тут мойка. Какая-то, по-моему, гостиница. Текст. Направляемся. Ну, с Ливади выехали и направляемся дальше к поселкам. Фу, забываю, как они называются. Которые в самом низу. С откуда подниматься на Айпетри. Вот. Вон горы красивые. Шапки только там он вверху где-то есть снег. А так все. Снег растаял. Красота! Так, нам бы сейчас перестроиться в ту сторону. Кто-то фарами поблымал. Так, да, нам бы сейчас перестроиться. Оп. Волга, Волга, а ты куда? Такс. Там. Уже согрелись, хорошо так. Так, подъемчик небольшой. О, привет, 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 привет. Да, 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 да. Молодец, молодец, молодец. Собаки злые. Хотят есть. Ха-ха. Вон собака стоит, ест, не гавкает, довольна жизнью. Ой. Так, уже жарко нам. Фух.
Что там, спалили одно деление. Фу. Нормулик. До Серебряной беседки должно хватить одного аккумулятора. Вон едут с Айпетри все. А мы только собрались на Айпетри. Сколько там у нас на часах, интересно? 3 часа 10 минут. Ну так себе. Отсюда подниматься в районе где-то за час. Но это если нигде не останавливаться. Вот так вот. А мы сейчас то на Учансу станем, на водопад посмотрим, то на Серебряной беседке станем же. О, ну ладно, посмотрим. На Айпетри вообще можно заезжать без рук и без рюкзака. В рюкзаке там колонка, чай, всякая еще ерунда всякая. Текс. Там дальше будет прохладненько. Дедушка на велосипеде, он красотища какая. Обалдеть. Вот такие виды, да. Бомбические. За что я люблю Ялту? Это за то, что можно ездить в горы. Причем их здесь столько, этих гор. Каждый день можно в разные места ездить. И по дороге, и по чуть-чуть дороги, и потом на тропы выезжаем. На Айпетри чисто вот по асфальту можно ездить. Ну и можно сворачивать в лес и по лесу подниматься. Но по лесу подниматься тяжелее в 2 раза, чем так поехать ровному асфальту. Так что да, насчет отдыха в Ялте это вообще сказка. Ну, да, я думаю, в плане насчет жизни. Ялта, кстати, один из самых дорогих курортов, да, в Крыму. Вот, ну, оно того и стоит. Горы, леса, водопады, дворцы. Да, ты шо?
сказка. Это не так, что приехал и вот тебе одно море и небольшая набережная, и как бы особо пойти некуда. Здесь же мест, куда пойти, поехать, просто уйма. Не зря я сегодня одел горнолыжный шлем. Прохладно сегодня, однако. Но сейчас то так еще себе, потому что поднимаемся. А вот назад спускаться еще и вечером, это будет холодновато, однако. Как раз горнолыжный шлем нас спасет. Какая-то дача или что? Прямо он с видом во двор вышел, и одни горы. Куйбышева. Не одни мы еще едем на Айпетре. Вон люди тоже еще выехали, поспали, отдохнули. Он на велосипедах, а не на этих, как они называются. Как они там, блин, забыл. Ну, что по набережной катаются. Штуки эти, не самокаты, а как-то они по-другому там. Фух. 10 км уже проехали. Два деления спалили. Собака. Бегает собака. Эй, собака. Заборчик, да? Везде. Так бы сейчас гавкала. Фух. Сейчас на Учанцу станем. Передохнем.
машины стоят. Даже за поворотом. Хотя не так, как было, как в тот раз. В тот раз вообще было машин полно. Сейчас меньше. Ну, мы, наверное, назад будем ехать. Заедем. Даже здесь стоят. Люди отдыхают. Туристы все. В основном. Тут что у нас? Понятно. Так, надо стать где-то перекурить. Вот здесь можно стать. Или не? Не, дальше станем. Сейчас где-то за поворотом станем. Курнем. О. Можно здесь кармашки вот так вот раз. Так, поднимаемся дальше на Айпетри. Перекурили. Так, тут, по-моему, а не здесь, дальше где-то. А, не здесь шлагбаум ставят, когда плохая погода. Зима там, мороз, гололед. Но сейчас никого нету там, потому что погода нормальная. Тут дождь был, что ли? Там не было, а здесь был. Странно. Странноватенько, однако. Ну, здесь уже и повыше высота. Сколько тут уже? 480 сейчас. Тут течет это, откуда-то река течет, и она, получается, вот по всей дороге тут скатывается. Походу так. Оп-оп, речушка.
Откуда-то бежит там дальше, выше. Время уже 3:30. Не знаю, до Айпетри успеем подняться. На этом не квадроцикл, а как-то не баги, а как-то так, 15:33. Ну, за полчаса мы точно, за полчаса мы только поднимемся до Серебряной беседки, а это еще дальше. Посмотрим, ладно, потому что уже будет темнеть в 5. Но у нас фары есть, все такое есть, освещение. Ладно, посмотрим. Да, воздух здесь свежий, однако. Свежо, я скажу так. Так, что там у нас? 13 километров только, а на Петре, по-моему, 25 с набережной. Еще, короче, пилять 10 км. Тара-тара-тара-тат. Вот такой вот зимний вечер. Прогулка на Айпетри на велосипеде. Маршрутка с туристами. Да, интересно, когда тут сделают уже дорогу. Сколько машин сюда ездит, автобусов с туристами. А летом сколько? Да ты шо тут? Очередя такие. О, пробки, можно даже сказать так. Уже должны сделать. Но я думаю, Россия возьмется. Должны. На этом сделали дорогу на утес. Там с трассы, как на утес Алушта, сворачиваешь. Там вот сделали дорогу. Полностью новый асфальт. Потом на эту сделали, как ее, на Алупку с Орианды прямо аж до самой Алупки.
Колеса помоем в горной реке. Ой. Да, ну ям тут, блин, конечно, особенно после вот зимы, они становятся больше. О, все, колеса чистые. Чистяк. Теперь главное не спешить, а то сейчас будем все грязные, как черти. Вот она стекает, речушка, с оттуда, с верха, и по асфальту бежит аж туда, в самый низ. Вот тебе и дождь. Так, что там у нас? 2 деления уже. Сейчас тут будет Черепашье озеро уже. Прохладненько, да, сегодня. Очки оденем. О! В этих не так жарко на подъемах. А в тех, конечно, прям жарко. Те очки горнолыжные надо одевать, когда именно спуск идет. Вот тогда да. Отлично. Да, чувствую, одного аккумулятора до Серебряной беседки не хватит. Если там было +7 где-то, то тут уже +2, +3. Где-то так. А всего лишь 610 метров пока. А на этой Серебряной беседке будет 850. Еще 200 с копейками метров подниматься. Топим. Крутим. Не мерзнуть.
Где там это Черепашье озеро. Да, машин полно еще ездят. Кто на Петре, кто с Айпетри. Интересно, что они там делают вечером? Ну, им, в принципе, быстрее подниматься, да. Они уже через 20 минут и будут там. А мне еще топтать. А тут что тут на Черепашьем? Ничего нету там. Вау! Лужи, лужи! Так, переключим на шансон. Меня ж уже не обгоняли. А, они стали там на Черепашьем озере посмотреть, что там. А там сейчас такое себе. Там самое лучшее это весной и вот осенью, когда деревья еще такие красные, желтые, а там сейчас все такое все серое. Такс. Что там у нас с высотой по приборам нашим? 718. 718, еще 150 метров, грубо говоря. Одно деление уже. Сейчас будем переставляться.
Зимой, да, не хватает, да, серебряной беседки на одном аккумуляторе. Ладно, сейчас еще чуток покрутим и переставимся. Уже тяжело крутится. Уже аккумулятор на исходе. Ладно, сейчас переставимся. Тоже самый этот, его садить тоже нежелательно. Лучше чуток он уже начинает на одном этом сдыхать. Уже все, надо переставляться. Опа. Фу. Так, сейчас переставим. Так, переставили аккумулятор свеженький и топим дальше на Айпетре. Ну, наверное, да, на Айпетре мы сегодня не успеем. Поздновато выехали. Что мы в 3 часа выехали? Надо было хотя бы выезжать в час, чтоб не спеша так, потихоньку. А в 3 часа это поздноватенько. Надо ж учитывать то, что темнеет еще рано, в 5. Ладно. До серебряной беседки доедем, выпьем чаю и поедем на Ливадию. А с Ливадии до Ялты домой. Весна нужна. Жду, когда я поднимусь в горы. А ну-ка сейчас посмотрим, сколько у нас на часах. 4. Не, на Айпетре смысла нету. На Айпетре мы поднимемся, будет почти 5. Пока туда-сюда, не, до серебряной беседки и назад. Лесок, лесок, одни леса. Весной здесь, конечно, красота.
лагерях июнь, а у нас зима, январь. Притопим, притопим! Подъемов нету! Ого. Поднялись на такую высоту, где более-менее ровно. Люди поехали с Айпетри с туристами. Солнышко прорезается. Вон там солнышко. Да, блин, сегодня надо было пораньше выезжать. Погодка такая зимняя, отличная. Фигово. Ну ладно, а что сделаешь? Во сколько выехали, во столько и выехали. Грязючка. Ну, мы уже вот почти приехали на Серебряную беседку. Разрушенное здание. Что там интересно было раньше? Обычно я сюда доезжал и здесь аккумулятор переставлял. Но в этот раз не хватило, да. Зима, что температуры не те. Температуры не те.
Так, сейчас за поворотом будет причал, привал, серебряная беседка. Причал. О. Причал, привал. Да, вот доехали. Варенье. Варенье, мед. Варенье продают и мед продают. Грязючка. Это наш привал, это наш причал. Вот, доехали до беседки, но там что-то туристов полно. Мы сейчас станем здесь.